В рамках очередного выездного совещания директоров школ района в Дюмеевской средней школе состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту под председательством заместителя главы администрации по социальным вопросам Рамиля Хайртдинова. Сегодня во всех средствах массовой информации, во всех мессенджерах и соцсетях у всех на слуху сравнительно новое для нас слово «снюс». Сегодня данный вид табачного изделия без дыма, словно эпидемия, накрывает российские школы. Жевательные смеси и конфеты с никотином становятся тем новым, чрезвычайно опасным детским увлечением. Борьбу с ним открыто начал и глава региона Ради Хабиров, призвав предпринимателей в течение суток убрать с прилавков магазинов весь снюс. Эту же острую тему затронули на заседании антинаркотической комиссии. Вся проблема в том, что в составе этого снюса, получается, так называемого снюса, нет запрещенных ингредиентов. То есть это концентрат так называемого или сосательного, жевательного табака, как Ради Хабиров сказал, получается, то есть нет в этом составе наркотических веществ, препаратов, внесенных в списки запрещенных наркотических веществ или список 1, список 2. То есть, что мы имеем? Ингредиенты разрешены, поэтому законодательно запретить тоже довольно сложно. Вот. Но именно вред, который наносится детям, по сути, наносится, вот, предполагаем уж именно то, что за счет высокой концентрации никотина. То есть никотин в ударной дозе. Даже взрослый человек, никто не будет курить по 5-10 сигарет за раз. А тут получается вот эта одна конфета, она от 5 до 10 сигарет как будто выкуривает человек. То есть даже взрослый человек может, у него и рвота, и потеря сознания, и обмороки, различные проявления могут быть именно отравление никотином. А этот снюс именно проявляется вот таким образом, то есть отравление никотином. Возможно, конечно, какие-то еще дополнительные добавки, что-то, химические ингредиенты есть. Вот. Еще скажем так, что, в принципе, в соседних районах тоже уже снюс появился. В Дюртюлинском районе тоже нюансы были. То, что есть подозрение, что дети употребляли снюс и находились в неадекватном состоянии во время занятий. Заторможенные, сонливые. Из-за того, что это никотин, соответственно, будет развиваться зависимость. То есть человек 1-2 раза попробовал, даже несколько раз попробовал, уже хочет испытать те же ощущения, какого-то этого расслабления. Пока в нашем районе, конечно, обращений пока не было. Пока в ЦРБ обращений именно подростков, несовершеннолетних, именно по факту отравления снюсом, как такого выявленного, не было. Потом еще один нюанс, то что у нас нет инструментов для того, чтобы выявить именно от снюса. То есть у нас есть химико-токсикологические исследования, такое понятие. Вот Аллах как говорится, в конце этого года, в начале следующего года в больнице свой аппарат запускаем, химико-токсикологический анализатор, то есть на 10 и более групп наркотических веществ будем определять. Но там тоже никотин не определяется. Понимаете, то есть вот такой вопрос. По сути, такого антидота, такого специфического лечения не существует. То есть если человек там рвота, головокружение, перепад давления, в больнице единственное, что можем, не то что единственное, можем оказывать помощь именно в том смысле, чтобы предотвратить ухудшение состояния и вывести из этого состояния отравления никотином. Что сделать? Рвоту вызвать? Дело в том, что снюс, получается, жевательный сосательный табак, его помещают в ротовую полость. А в ротовой полости у нас, самое быстрое именно впитывание вещества происходит. То есть из-за того, что рвота будет, то есть это не в желудке находится. Это если бы это был алкоголь, что-то он выпил, тогда рвота поможет, то есть чтобы удалить именно химическое вещество. Здесь система нужна. Здесь трудно сказать, система нужна.
В зависимости от состояния, если падает давление, нужно будет поднимать давление. Сердцебиение еще нужно будет. Скорее всего, нужно будет, конечно, вызывать скорую, обращаться за медицинской помощью. Еще один признак повреждения ротовой полости. Да, быстрое поражение идет. Можно, в принципе, как этот слизистые обратить внимание. Нет ли стоматита, воспалений каких-то, язв. Ну, можно, конечно, да, условно, в принципе, посмотреть на ротовую полость, если поврежден, значит... То есть родители в домашних условиях могут обратить внимание на это тоже. Вот, естественно, на сегодняшний день остается проблема без него снюсстыга. У нас сначала проблема возникает, потом нам законодательство придумывается. На сегодняшний день вот города, вот, где большие города, районы, райотделы отправляли снюс на экспертизу. Заключение пока незаконно ничего не будет. Единственное, сейчас мы будем работать как? Вот Хабиров сказал, на днях вступит закон, может уже вчера-сегодня вступил, о реализации снюса. Мы только пока в данный момент сможем работать в реализации. Хотя вот этот закон получен. Рюкзак нам дала, что он там пойдет, а там какая-то шайба. Родитель пролистал рюкзак, сумку, а там шайба. Он меня мало с школы на бананке, хоккейные ранки. Уланы даже элементарно тут плохо, у нас поможет, естественно, родителей. То, что это на самом деле что перед зимними каникулами тщательно еще раз переговорить с родителями, провести собрание по этому глобальному вопросу и работать совместно. Если у вас есть какие-то сомнения, что какой-то ребенок употребляет, или где-то купил, или кто-то кого-то угостил этой жевательной конфетой, пожалуйста, сразу сообщайте, что в дальнейшем больше не носить. Если сразу ляктырк полса, ляктырк полос. Если запустим, то уже запустится. Тем более, хазар возниканет, куда городские приедут, будут угощать детишек. Одним словом, до тех пор, пока снюс не запрещен законом, нам, сегодняшним взрослым, необходимо самим вести борьбу с этим новомодным злом. Мы призываем родителей быть предельно внимательными к каким-либо изменениям в поведении своих детей. Быть в курсе того, с кем общается ребенок, как в реальной жизни, так и в интернете. Обязательно провести с ним профилактическую беседу. Как советуют полицейские, не лишним будет произвести и ревизию сумки. Прямой признак употребления снюса – наличие коробочки с порционными пакетиками в форме шайбы. Если же вдруг вы обнаружили у ребенка признаки употребления снюса или еще хуже произошло отравление, незамедлительно звоните в скорую.